Наши люди в булочную на машине не ездят. Шутка, но с большой долей правды. В стране еженедельно поднимается цена на бензин. По информации нефтетрейдеров, за последние месяцы он подорожал на 4 сома 10 тиынов. Цена на дизтопливо 3 сома 20 тиынов. Сколько это будет продолжаться, еще неизвестно. Также стоит отметить, что информацию, которую предоставляет Минэконом, и цена на рынке отличается. Стоимость 95-й марки бензина вплотную приблизилась к 42 сомам, а 92-й на АЗС продают по 40 сомов 50 тиынов. Автолюбители уже вынуждены дозировать свои выезды на личном авто. Лишний раз машину не заводят, пока прогреешь, да в пробках простоишь. Едва заправился, уже снова загорелась лампочка на приборной панели. Но особенно сильно жалуются таксисты. Клиент платит за комфорт, в салоне должно быть тепло, а на улице крепчает мороз, цены на топливо растут вверх, и только заработок в таких условиях резко падает. Месяц назад я заливал 92-й бензин по 31 сому. Эти 2 месяца цена поднимается чуть ли не каждый день, на 2-3 сома. Сейчас бензин 92-й марки уже стоит 41 сом. Но что делать? Нельзя сидеть дома, нужно хоть как-то заработать, поэтому приходится таксовать. Заправляюсь по 41 сому, таксую, зарабатываю на чай, хлеб, а на остальное денег попросту не хватает. Думаю, специалистам нужно было всеми силами удержать цену. Да еще это пандемия. Говорили, что топливо подорожает на 4-5 сомов. Но это не так. Минимум цена поднялась на 8 сомов. И это за короткое время. Подорожало и дизельное топливо. Вот уже на носу весенние полевые работы. Цена на бензин растет, а пенсии и зарплата нет. Рост цен на ГСМ бьет по карману не только автомобилистов, но и влияет на стоимость практически всех видов товаров и услуг. ГСМ в нашу страну завозится в основном из России. Эта страна, производитель нефтепродуктов, освободила Кыргызстан от уплаты экспортных пошлин. Это существенная льгота. На этом республика значительно экономит и, в общем, находится в лидерах по дешевизне топлива среди импортозависимых стран. Но автовладельцы говорят, что этого совсем не чувствуют. Машина, как собственное средство передвижения, становится дорогим удовольствием. Так в чем же причина дорожания горюче-смазочных материалов? И есть ли на рынке дефицит топлива? Это все зависит от отпускных цен. В принципе, у нас, видите, еженедельно идет дорожание. Нефтетрейдер контрактуется каждую неделю уже с повышением. И получается у нас таких остатков, которые можно было бы цену удерживать, на сегодняшний момент практически не имеется. То есть недельный запас, через неделю мы опять должны будем повышать, потому что все дороже и дороже сейчас поступает горюче-смазочных материалов в республику. Запасов, чтобы удержать цену? Нет, запасы-то есть месячные, да, просто по ценовой политике, получается, нет таких запасов, чтобы держать цены на этом уровне. Эксперты говорят, в Кыргызстане самые низкие цены на топливо по сравнению с соседними странами и партнерами по ЕС, за исключением Казахстана. По предварительным данным, в начале этого года в Кыргызстан импортировано 120 тысяч тонн нефтепродуктов, из них 53 тысяч тонн бензина и 68 тысяч тонн дизельного топлива. На сегодня нефтетрейдеры полностью покрывают потребности республики в ГСМ. Какого-либо дефицита, уверяют они, не ожидается. А вот что будет в дальнейшем с ценами, точного ответа нет. С российской стороны в феврале месяце где-то они повысили цену на отпускные цены, составила где-то на тонну $90, а на дизтопливо где-то $25 там повышение идет в Российской Федерации. В брендовых сетях АЗС цены на топливо несколько дороже, чем на заправках за чертой города. Разница что на бензин, что на дизтопливо составляет плюс пару сомов. Дешевле бензин контрабандный. В основном такие точки продаж расположены вдоль дорог за пределами Бишкека. Здесь в пластиковой таре торгуют горючим марки АИ-95 стоимостью 35-36 сомов. По словам продавца, бензин из Казахстана. Вероятно, из автоцистерн, что незаконно контрабандным путем привозят в страну ГСМ. Например, под видом растворителей или газохола, смеси 90% неэтилированного бензина и 10% этилового спирта. Топливо некачественно, но если некоторые водители не прочь заправить им машину, другие не рискуют, боятся навредить двигателю, а после еще больше потратить на ремонт своего железного коня. Кубат Хуанчпекул, Владимир Кулбалдиев, НТС.